Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Так, сегодня 18 февраля 2022 года, 20 часов 00 по Берлину, 22 часа, соответственно, по Джахару. Приветствую вас, друзья. Не знаю, почему у меня не выставляется тут дата. Она должна была тут стоять, но по какой-то причине ее тут нет. Итак, приветствую, давайте я вас поприветствую, друзья. Так, Исаак Шмулевич приветствует Довилева, алейкум ассалам, Фрея Рокки, алейкум салам, Машу Решавига, Леча Дадаш, он и комментар, Плахтер Алексей, Сварог, Закриевский, Ури, Асамбек Тутаев, алейкум ассалам, шалом, витаю, привет, как говорит Асамбек Тутаев. Сразу всех приветствую. Все будет Ичкерия, слава Украине. Героям слава. Приветствую вас всех, друзья. Так. Молли Джогар, Путлер капут, когда сам ставит. Да, Путлер капут. Кто не поставил лайк, быстро ставим все лайки, потому что сегодня кино не безбилетное. Так. Друзья, сегодня ситуацию, связанную с русско-украинскими взаимоотношениями, с войной русско-украинской, я хотел бы обсудить, так как ситуация усугубляется, по всей видимости, может быть большая война. Но с учетом того, что в этом мире всем заправляют или там пытаются заправлять спецслужбы, то, конечно же, мы не знаем досконально всего, что там происходит, что у них там происходит там в головах, в их заготовках, которые они там делают на несколько лет вперед. Но мы можем исходить из того, что из тех фактов, которые у нас имеются. И давайте сегодня это обсудим. Нохчиноху алейкум ассалам. Ваше мнение, Довиле. Так, звук отличный, все хорошо. Леди Хоилмаш. Доброго времени суток, говорит леди. Давайте обсудим. Вы тоже говорите свои мнения. Я в конце прошлого года, в декабре, говорил, что исходя из той информации, которую нам давали американцы, что в январе, в конце января будет война, большая война. Сейчас уже конец февраля или середина февраля. И войны пока нет, но есть полная подготовка к этой войне. Сейчас русские заявляют, что они оттягивают войска. Хотя верить им, конечно же, нельзя. Абсолютно верить им ни в коем случае нельзя. Я вчера разговаривал с одним парнем, который находился в Кисловодске, по-моему, если я не ошибаюсь. Военнослужащие российские. Там были другие разные люди. Но вот из Северо-Кавказского военного округа парень был. К большому сожалению, мой звук не записался, его звук я записал. В чат рулетки мы с ним общались. И он, в принципе, говорит, что все готово. И война практически неизбежна. Вот его представление такое. Его информация была такая. Ну, не знаю, насколько он говорит правду.
Может, его специально туда посадили, чтобы он не говорил этой правды. Ну, посмотрим. Но вот в прошлый раз, когда я уже сделал вывод, была запутанная ситуация, когда нельзя было разобрать, что там происходит, так как американцы говорят одно, русские неоднократно увлеченные во лжи говорят другое, и войска стягиваются, американцы упорно, усиленно стоят на своем, что будет нападение, украинские власти говорят не без паники, все нормально и так далее. И вот я сделал тогда вывод, если вы смотрели это видео на моем канале, призыв женщин, там другие факторы, и последняя капля была то, что Затулин, есть такой русский имперец татарского разлива, наверное, татарского, исходя из фамилии, что фактически народ Донбасса и лугандонцев они оставляют, ну, в принципе, бросают на произвол судьбы, что вот они вынуждены. Вот я так интерпретировал то, что он сказал, и сделал вывод, что, скорее всего, русские просто будут отступать. Войска, которые сейчас стягиваются, может быть для того, чтобы украинцы не перешли в наступление, что тоже не исключено. Украинцы могут пойти дальше, если не будут оказывать сопротивление, они могут зайти дальше. И сегодня такой есть Пушилин. Ну и войска могут быть еще, как я сказал тогда, в декабре, что войска могут быть для того, чтобы установить фильтрационные пункты. И вот сейчас я вам покажу видео, где главарь банды ДНР, некто Пушилин Денис, сообщает, что из-за резкого обострения обстановки в Ордло он предлагает коллаборантам перебраться в Ростовскую область. Давайте посмотрим это видео. И не только он говорит, есть еще главарь банды ЛНР. Он то же самое сказал, тоже приблизительно теми же словами, что в Ростове приготовлены лагеря для беженцев, и туда эти люди будут перебираться. И одновременно с этим Путин заявляет, что мигранты в России, которые находятся, их нужно депортировать обратно. Конечно, делается оговорка, как обычно, могут, конечно, мигрантов сейчас всех начать выдворять из России, но он делает оговорку, те, кто совершили какое-нибудь уголовное правонарушение, их нужно депортировать без права, чтобы они могли возвращаться. Это может быть делается для того, чтобы освободить места, в том числе рабочие места, для русскоязычных, которые побегут, как они рассчитывают, массово в лагеря для беженцев. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Те русскоязычные, которые оказались по своей глупости, по своей пассивности, кто-то от безысходности оказался на оккупированных территориях, а это самое, что ни на есть оккупация, как бы что ни говорили, Россия оккупировала как Крым, так и ДНР и ЛНР, так называемые. И люди просто, ну, и Украина, мы помним, в каком состоянии находилась, разброд был и шатание в высших эшелонах власти. Высшие руководители оказались россиянцами или агентами России и с паспортами России. Ну, короче говоря, вот такая вот ситуация. И вот все складывается к тому, что на самом деле Украина может начать какую-нибудь свою, ну, по восстановлению конституционного порядка на своей территории. И для этого стягиваются войска. И войска стягиваются дальше, видимо, чтобы Украина не пошла, может быть, в Крым, допустим. Не в Россию пойдет Украина, да, захватывая там Кубань. Было бы хорошо, если украинские войска дошли до Кавказа.
могут пойти в Крым, допустим, восстанавливать свою территорию, и в этот момент может произойти там какой-нибудь там эксцесс, и Россия стягивает войска, чтобы избежать вот дальнейшего продвижения украинских войск по своей территории, в том числе до Крыма. Ну, давайте послушаем Пушилина, там решим, как нам быть. Жители Донецкой Народной Республики. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, земляки, в последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, смерчей, ураганов, реактивных комплектов НЛО, а также джавелины и стингеры по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противников населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим. Ну вот такое вот делает главарь банды заявление, что вот он предлагает, пока вот после этого его заявления, пока мы не слышали массового оттока граждан вот этой части Украины, которая находится под оккупацией, и по всей видимости люди, какая-то часть людей, конечно, поедет. Но я надеюсь, что, конечно, это будут только коллаборанты, потому что нормальным людям бежать незачем, бояться им нечего. И вот давайте это все обсудим сегодня. Обсудим, потому что может быть очень большая заварушка, вплоть до применения, например, госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен говорит, что будут разные провокации, в том числе с применением химического оружия. То, что Россия это делала в Чеченской Республике, в Сирии, применением каких-нибудь других средств массового убийства людей. Мы верим, знаем, и поэтому, конечно, все возможно. Поэтому давайте обсудим, посмотрим. Но мне все равно кажется, что все-таки Путин заползает под корягу, он вынужденно отходит, и как бы для того, чтобы сказать, что он русских спас, а не бросил, да, как в прошлом своем стриме я сказал, русские всегда своих бросают и так далее. И, ну, видимо, показать, что все-таки не бросают, создать какие-то там формальные условия. Я представляю, что там за условия в этом Ростове они создали.
Но раз сегодня Пушилин об этом заявляет, значит какая-то подготовка к созданию вот этих приютов для беженцев, значит какая-то работа велась. Но мы узнали только вот сейчас об этом, да, только сейчас от Пушилина мы об этом узнали. Поэтому, ну, не знаю, как все будет разворачиваться. Я пока, опять же, придерживаюсь своей версии, декабрьской, что все-таки русские не нападут, хотя и теракты будут, как только Украина начнет восстанавливать свой конституционный порядок. Партизанщина, диверсионные, террористические акты против украинских войск, добровольцев будут, в этом я не сомневаюсь нисколько, так как кровь и смерть это любимое занятие российских фашистов. Ну вот, посмотрим, что будет. Туда нагнали кадыровцев, военнослужащих из Северо-Кавказского военного округа, в том числе там много дагестанцев. Я вчера с этим военнослужащим разговаривал. Ну, все россияне, которые там есть, военнослужащие, все туда нагнаны. Я говорил с контрактником, но он говорил, там были и срочники у них с ними тоже. И что вот со дня на день они должны выехать к границе. Они где-то находились в Ставропольском крае, по-моему, еще. В Ессентуках находились. И должны выдвинуться. Он говорит, их уже люди, уже их сослуживцы уже там, их какая-то часть, они охраняют каких-то звезды, он говорил, офицеров каких-то они охраняют, и скорее всего их тоже туда переправят. Поэтому посмотрим, давайте почитаем ваши комментарии и узнаем, что вы думаете по этому поводу. Так. Буду читать отсюда для удобства. Так, ва алейкум ассалам, адудавлетук машволь. Так, чуть-чуть перемотаю, вы уже успели тут написать комментарии. Кстати говоря, хочу вам сообщить, что очередной мой аккаунт Instagram заблокирован. Это второй мой уже аккаунт они заблокировали. Охота ведется на нас очень сильно. Подписчики снова начали усиленно списываться. Просмотры начали списываться. Видимо, очень сильно мы им мешаем. И нас атакуют. Инстаграм мой заблокировали. Я там написал. Не знаю, что из этого получится. В прошлый раз они мне его пожизненно заблокировали. Посмотрим, что из этого получится. Так что мы им мешаем, значит все делаем правильно. Так, Асланбек Тутаев. Паники не должно быть в Украине. Украина достойно встретит фашистов. Надо Украине перекрыть небо. Да, паники я не думаю, что будет. Если ее не было, почти не было в 2014 году. Хотя были разные деятели, в том числе и военнослужащие. Но сейчас все нормально. Чак Норрис. Йо нохчи сердик хилшун. Чак Норрис. Хайо сердик. Чингисхан. Если Россия вторгнется в Украину, не только Украина станет членом НАТО, но и весь Кавказ. Так что у нас открываются прекрасные возможности. Да, Чингисхан? Плахтер Алексей, 2004 год. Обстрелы градом и всем, что было под рукой. Эвакуации нет. ДНДК. А вот теперь факты налицо. Зверь, дьявол, 660 московицкий улус, потеряв страх, наплевав на всеобщие человеческие ценности, убивает украинский народ. Брик. Надо было в 1994 году помочь Нохчи. Сегодня Европа бы не пришлось бы трястись от страха. Так, Андрющенко Сергей говорит, что Душилин кремлевская марионетка. Плахтер Алексей, 22 год. Подрыв УАЗика, обстрел по линии разграничения, эвакуация. Каждому беженцу 10 тысяч рублей всего лишь. Ха-ха-ха. Ну, это по 100 евро им дадут. Особо,
чтобы не баловались. Так, Ингуш Москва. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ингуш Москва. Путлер хочет построить концлагеря, говорит Асамбек Тутаев. Ну, это, наверное, будут какие-то фильтрационные пункты, через которые будут пропускать людей. Это, наверное, ну, без сомнения это так. Но, опять же, для Путина, если он оставляет Донбасс и передает в соответствии с Минскими соглашениями, передает границу Украине, то об этом как раз Затулин и говорит. Говорит, мы должны воздействовать на власть. Да? Он говорит, мы должны не на тех, кто не только, мы неправильно говорит, действовали, он тогда говорил у Соловьева, мы должны не столько с теми, кто нас поддерживает, работать, а с теми, кто нас не поддерживает, работать. Вот с ними нужно вести какую-то деятельность, работу. И говорит, что мы должны оказывать на них давление таким образом, то есть на украинскую власть. Ну, посмотрим, как они смогут оказать и что они собираются сделать. Фриман антипутинизм. В Российской Федерации бункерного преступника содержат за сколько здесь? 60 миллионов или 6 миллионов в день. А Охлос Путина с голода, пухнет с голода, но топит за царька. Да? Ури, алейкум ассалам, машуэль. Так, Фриман антипутинизм. Дураков в России на 100 лет припасено. Я бы добавил и дебилов. Это и есть ее главное богатство, не говоря о скрепах, граблях. И вот я думаю, Путин делает вот эти лагеря для беженцев для того, чтобы он мог сказать, что я же вывез всех, кто хотел, вот, ну, какое-то такое, ну, оправдание себе. После того, как граница Украины будет, границы, украинские войска, украинские пограничники станут на свою границу, после этого Украине уже придется выполнять Минские соглашения. В Минских соглашениях отдельный даже закон должен быть принят в отношении вот этих людей, которые представляют так называемую оппозицию. Ну, не то что оппозицию, ну, сепаратисты они. Вот они на самом деле сепаратисты. Они от целого государства хотят отделить часть не своей территории. Мы же не являемся сепаратистами, и с нами, я еще давно писал об этом, никакой параллели, ну, только есть отдаленно и для непосвященных и там, можно сказать, неграмотных людей можно сравнить нас и вот эту Лугандонию. Так, да, это было бы здорово. Фриман антипутинизм. Полковник ФСБ Гиркин жаловался недавно, что ему не хватает денег ставить зубы. В тюрьме Череему ставят зубы. Да так, что он будет завидовать попавшим в Гаагу. Ахиллес Пушилин лжец. Фрейроги, если бы украинцы освободили бы Кубань и до Кавказа дошли. Да, и сам Медаев. Пока существует империя зла, сегодня будут очаги войны. На всем постсоветском пространстве, раз созидать и развиваться империя зла не может, то других вариантов у них нет. Плахтер Алексей. Не то правительство в Украине, чтобы отвоевывать свои территории. Да и это неэффективно на самом деле. Экономический рост, вот это может сработать, но это делать не собираются. Так, США, Америка. Салам алейкум, салам Машал, Дума Сергава. Алейкум ассалам, США, Америка. Салам Машал. Ду неуловимый Джо, Вигаду салам Машал. Валерий Агро. Пушилин это же жулик и подельник Мавроди из МММ. Как можно верить такому оборотню? Ну и Мавроди, и сам проект МММ, это было детище ФСБ, еще в момент развала Советского Союза ФСК это тогда было. И Пушилин, соответственно, является агентом ФСБ. Поэтому ни о какой-то сепаратизме, это даже они на сепаратистов не тянут, на самом-то деле. Это стопроцентные коллаборанты, стопроцентные изменники Родины. Они, да,
какой-то степени они сепаратизмом занимаются, отделение части Украины, но сепаратизм и предательство, измена Родине, потому что сотрудничают с иностранной разведкой, являются их агентами. Так, Плыхтер Алексей, я бы не сказал, что Россия плохо воюет, как это утверждает Солонин. У Кремля есть основной козырь. Это делать Сталинграду везде, куда вторгается. Да? Фриман антипутинизм. Украина сегодня это не Украина 2014 года. Украинская армия гораздо сильнее и лучше вооружена. И американцы четко дали понять, и я потерял. Так. Короче, я потерял этот. Я просто не спавший. Так, Женя. Гражданских тоже непонятно куда эвакуируют. Это может быть зеленый коридор, как Иловайский, казус белли к войне. Но раз уже сами позвали, и на территории России их убивать, наверное, не будут, хотя то, что они могут убить там хоть сколько своих, это, конечно, даже не обсуждается, конечно же. Именно так русские начинали с нами войну. Но мне кажется, это все-таки они будут отступать. Сейчас, давайте просто поразмышляем. Сейчас Украина начинает восстанавливать свой, в соответствии с минскими договоренностями, начинает восстанавливать конституционный порядок на всей своей территории. Заходят украинские войска и добробаты, эти бегут на сторону России, их там фильтруют, там отбирают кого надо, кого-то отправляют совершать диверсионные акты обратно в Донбасс, на Донбасс, а кто-то остается на месте и начинает проводить разные диверсии. Также туда подтянуты кадыровцы, как я уже говорил, это тоже такой фактор. Во-первых, это очень поднимает боевой дух для остальных россиянцев, когда видят, что чеченцы там присутствуют и так далее. Хотя настоящие чеченцы на стороне Украины. И, если развивать эту логику, эту теорию, что именно Украина начнет восстанавливать свой порядок, и начнутся диверсионно-террористические акты, вероятно, да, подрывы, отравления, там, убийства массы людей. Вот Блинкен рассказывает, что там целые группы актеров, которые будут разыгрывать. Мы все это знаем, мы чеченцы в первое время, когда нам это все показывали, до конца всего не знали. Теперь по истечению этого срока, когда уже многое стало очевидным, и благодаря сегодняшнему технологическому прогрессу, есть интернет, мы знаем, что они умеют там использовать разных актеров, которые рассказывают нам про распятых мальчиков, прибитых на доску объявления в центре и так далее, и так далее. И разные другие постановы, которые они делают. Это все было, есть, и скорее всего еще будут снова использовать эти методы. Посмотрим. Я думаю, если Украина войдет, начнет свою территорию в Донбассе восстанавливать, диверсионные группы начнут работать. Но есть один плюс. Эти диверсионные группы, которые будут работать, они в принципе из себя ровным счетом ничего не представляют. Есть профессиональные диверсанты, профессиональные террористы, в том числе это могут быть кадыровцы, которые будут там совершать разные диверсии, подрывы, убийства и так далее. Но при всем при этом это сопротивление, если оно на границе не будет сильно поддерживаться Россией,
А для этого войска там есть, чтобы поддерживать диверсантов, чтобы диверсант совершил теракт и убежал обратно к себе в логово, где его уже украинцы не смогут достать, то ну, это может так обременительно стать для Украины, потому что проводить диверсии, подрывы, знаете, еще очень по-сатанински они действуют, когда они используют такие методы, когда ну, ты не можешь понять, где свой, где чужой. Создаются группы, там же в этих добробатах, которые пойдут зачищать свою территорию, там могут оказаться агенты. Это мы на себе уже испытали. Мы знаем, что были группы, которые там хорошо финансировались, имели там хорошее вооружение и так далее. Но у нас это было на религиозной почве. Наверное, у украинцев это будет на националистической почве. И они были ну, самыми ярыми такими религиозными, верующими братьями. А по факту выяснялось, что это агенты российских спецслужб. Был один человек, мне рассказывали, ну и я сам сталкивался с подобными ситуациями, что ну, очень смелый такой, способный на многое, тащил раненых, переносил холод, голод, боестолкновения, и при всем при этом он оказался агентом. Поэтому сейчас сталкивается с новыми такими вещами, украинцам придется много чего нового узнать. Ну, нас ждут интересные моменты, но вот то, что Россия открыто вторгнется, вот подтянув войска, вот я до сих пор склоняюсь к тому, что все-таки может не вторгнуться открыто. Все-таки я к этому склоняюсь. Ну, посмотрим. Так, да, и украинское руководство не может решить свои территориальные вопросы. Зе постоянно клянчит встречи с кремлевским фюрером, хотя эта встреча ничего не даст Украине, невозможно договориться с террористом, говорит, и сам Медаев, ну террористом говорю я, у него здесь закончился лимит написания. Аснабек Тутаев, идет информподготовка, хочешь мира, то готовься к войне, Россия от Украины не отстанет. Не отстанет, Аснабек, не отстанет. Но пока они не будут уверены, что 100% они победят, русские, ну, очень Путин трусливый, очень. Ну, и вообще, я думаю, что, ну, если они говорят, что не будет войны, то, конечно же, к войне они готовятся. Но что там будет, не знаю. Нельзя им верить. Власть в Ростове, приемная губернатора, не подтвердила, что они вообще хоть что-то знают про прием беженцев, говорит Женя. Верить нельзя, Женя, это правда, это правда. А кто проверял, Жень, скажите мне, пожалуйста, кто проверял, что приемную губернатора звонили? Приемные губернатора могли не знать. Пушилин мог получить информацию, там построили, наверное, какие-то бараки. И сказали, все, вот приезжайте. Чингисхан. Аслан, надо как-нибудь Азербайджан разбудить, чтобы вошла в состав НАТО, Евросоюза, Грузию подтолкнул, а потом и весь Кавказ НАТО. Эй, Чингисхан, сюнг почем, умахиля дается война, то и дальше. Это было бы очень круто, если бы мы вошли бы в НАТО. Равному этого достижения, это было бы гарантия безопасности. Не просто вступить в ООН, да, мы как знаем, ООН еще и стать субъектом международного права не гарантирует нам наши права. А вот НАТО нам гарантирует. Это самая большая и могущественная правозащитная организация на сегодняшний день, это НАТО. Так что, если что, это я первый сказал. От русских можно ожидать что угодно, говорит Фрайроки. Да, Сергей Бабунич, только на этом канале можно услышать логичную и правдивую информацию. Остальные врут и не договариваются, с обоих сторон причем. Но недоговорки европейцам и американцам можно простить, у них цель благая.
Спасибо, Сергей. Да, мы постараемся анализировать. На самом деле мы независимые. Хоть нас и обвиняют, что мы там на Ми-6 работаем, на ЦРУ. Некоторые мудачье, некоторые, извиняюсь, конечно, и на ФСБ на меня говорят. Ну, сейчас уже поменьше, правда, начали говорить. Но при всем при этом мы не работаем ни на какую спецслужбу, так как мы пытаемся четко, независимо, объективно анализировать. Ну и, конечно, мы знаем Россию и ее методы. Это тоже нам дает какую-то фору в нашей оценке, какой-то нам позитив дает. Если тут в чате есть кто из Донецка, ни в коем случае не садиться в эти эвакуационные автобусы. Это небезопасно. Женя, а есть уже, да, эвакуационные автобусы? Автобусами повезут? Скоро Донбасс станет состав России. Аслан Грозный говорит. Да, Аслан, мне... У тебя что за флаг здесь? У тебя ичкерийский флаг? Может станет, посмотрим, а может не станет. Это фишка Путина, провокация с гражданскими. Вполне может быть, Жень, посмотрим. Сейчас уже в любом случае уже ситуация-то уже развивается. В любом случае мы увидим в ближайшие дни, что будет. А потом и доказательства есть. Обращение записано 16 числом. Чечня не Россия. Мы верим в слова Джохара Дудаева. Путин закончит, когда взойдет украинское солнце. Слава Украине, Ичкерии и Грузии. Героям слава. Украина – це не Россия. Фриман антипутинизм. Фриман антипутинизм. Черчилль сказал, кто между войной и позором выбирает позор, получает и то, и другое. Да. Ури-ури, распад России на горизонте. Эй, дельниц хочерцин. Ури. Плахтер Алексей. Я не утверждаю на 100%, но у Путина тактика 2 удара. Сначала какой-то захват, а потом массированный обстрел по территории жертвы агрессии. Де-факто мы уже можно считать член НАТО, Женя. Ну дай бог, Жень. Вася Гилдыев. Они коллаборанты, да? Так, Асан, что ты скажешь насчет нашумевшего ритуала перед Шухером, о котором говорил тот политолог, которого на днях закрыли? Ты, наверное, говоришь про Соловья. Ну, Соловей это, конечно же, агент ФСБ или Патрушева, там, я не знаю, кого он там является агентом, но... это может быть, его задержание может быть как привлечение внимания. Почему именно про ритуальное? Разве Соловей не говорил об этом ритуалах раньше? Или же он говорил только лишь про эти ритуалы? Нет, он говорил много разных вещей, за которые, по идее, он должен был уже загреметь. Но я так полагаю, там есть две силы. И, скорее всего, они есть на самом деле. Не имитация, а на самом деле они, эти две силы имеются, которые враждуют вместе с Путиным. Смотрите, если вернуться к ситуации, которая была в Советском Союзе, когда был Брежнев, которого поддерживали и военные, тогда шла гонка вооружений с американцами, и Советский Союз работал на военно-промышленный комплекс, ВПК, так называемый. И выделялись огромные деньги, военные были таким очень уважаемым сословием в России, и имели слово, хотя КГБ, конечно же, заведовало очень многим. И Брежнева, Андроповщина и КГБ взяла разработку. И пичкала его. Был такой академик Чазов, такой, тоже ходил в политбюро. Это единственный врач, который входил в политбюро тогда. Есть на Рублевском шоссе
институт, по-моему, кардиологический имени Чазова. По-моему, даже он жив или недавно умер, этот Чазов. Так вот, вы помните такое растениевидное состояние Брежнева? Так вот, его пичкали лекарством разным. Но это другая история. Суть в том, что КГБ тогда отстранило военных, фактически полностью отстранило. А когда Брежнев уже под конец своей жизни фактически полностью управлялся Андроповым, политбюро командовал Андропов, хотя там находились и другие люди, в том числе и Горбачев, который являлся таким отпетым сталинистом. И военные были отстранены от управления страной и фактически задвинуты далеко назад. И Андропов после тоже недолго побыл на своем посту, около года, по-моему, после Брежнева, Черненко, Андропова, пришел Горбачев, и фактически они реорганизовали, переформатировали Советский Союз, и все союзные республики получили независимость, хотя под контролем КГБ, некоторые, большая часть из них под контролем КГБ. И в итоге с тех пор КГБ полностью владеет Россией, занимает полностью управляет, да, головой является КГБ Лубянка. И они управляли полностью Ельциным, они управляли полностью, сейчас уже, когда уже сам КГБшник стал во власти, все, они открыто, как Андропов, я Путина сравниваю с Андроповым, они полностью вернулись к власти. И военные, как выполняющие грязную работу, ведут грязные войны, конечно, им за это воздается, как, например, Шаманову и другим. И сейчас тоже КГБ, который имеет всю власть, я так полагаю, в какой-то степени ФСБ, КГБ, они вступили в конфликт с Путиным. По факту, хоть и Путин является верховным главнокомандующим и так далее, но Патрушев, второй человек фактически в России, и он управляется, Патрушев контролируется ФСБ, да, то самое РОШ, если вы знаете, РОШ это регионально, а есть еще ОШ или оперативный штаб, или ФОШ, федеральный оперативный штаб, который возглавляет НАК, Национальный антитеррористический комитет, потом Совбез и так далее, там очень много у них полномочий у этих структур. И, видимо, я предполагаю, что ФСБ вступила в конфронтацию с Путиным, и Путин, не доверяя ФСБ, делает ставку на военных. Опять же, это нечеткое разделение может быть, потому что, например, Шаманов является военным, который поддерживает Путина. Также есть ФСБшники, которые являются за Путина. Также есть Росгвардия. И вот Путин был таким арбитром все время над Россией, как гарант он выступал над всем и давал всем пастись на этой России, заниматься убийствами и отжиманием больших бизнесов. Но вот теперь ситуация так повернулась, что ФСБшники начали оказывать давление на Путина, на людей Путина, и в том числе это на Кадырова. И Соловей, вот я с него, к чему я хочу все это подвести, является человеком ФСБ.
и в какой-то степени он неприкасаем. Да, его нельзя так просто взять и задавить. Потом есть ФСБшники, которые занимаются контролем, контактами с Западом и фактически сливают Путина, и вот у них очень сложные переплетения там происходят. Опять же, убийства, взрывы домов в 1999 году, который непосредственно на себя взял ответственность Патрушев, когда сказал, что это были учения и там был сахар. Соответственно, Патрушев точно является. Путин сделал вид, как бы он ни при чем, но, конечно же, это сделало его президентом. И вот Соловей, который выступает и говорит, есть такой еще Фейгин, или Фейкин, которые занимаются тоже такой откровенной антипутинской деятельностью. Когда в мою бытность, еще в прошлой моей жизни, про Фейгина в наших кругах говорили, что это адвокат от ФСБ, от конторы. Типа ему доверять нельзя, там, и так далее, такое было. И тоже открыто сидит, открыто гонит на Путина. Частый гость у него этот Гудков. Ну вот такого вот плана вещи. Я вот приблизительно, может, я не четко формулирую свои мысли, но приблизительно вот в этом направлении я представляю ту ситуацию, которая там разворачивается. Это не четко, наверное, разделено, ФСБ, там, военные, там, и так далее, потому что много людей из ФСБ за Путина. Наверное, есть люди, которые среди военных за ФСБ, так как ФСБ политруки там, они как бы представляют там, в том числе и ФСБ, и есть и военные завербованные, наверное, у них там большая каша. Короче, вот такая у них там ситуация разворачивается, и отчасти может быть это все, опять же, это может быть инсценировка, что вот он сейчас сказал про какие-то там оккультные вещи, которым занимается Путин и так далее, и его за это задержали. Ну, задержали, сразу отпустили там и так далее, и так далее. Ну, а зачем тогда отпускали, если так просто задержали и сразу отпустили? Ну, как так? Если задерживают, то по-серьезному. Потом Навального как-то не дотравили, тоже, потому что я считаю, что и Навальный является той же креативой ФСБ. Хотя, опять же, Навальный договаривается с американцами, не знаю, может с американцами, может еще с кем-то, ну, раз его так сильно поддерживают русскоязычные американские сайты, то я так полагаю, что он там как-то говорит, что американцам, что он там за Америку там будет поддерживать и так далее, и так далее. Короче говоря, это все может быть как симуляция, и так это может быть и на самом деле. Ну вот у меня больше склонность, иногда она у меня меняется в зависимости от информации, которую я получаю, больше склонность считать, что все-таки у них есть такой очень серьезный конфликт, который они не хотят выносить наружу, пытаются его как-то между собой так подковерно решать. Но посмотрим. Насчет Соловья, просто если на самом деле этот конфликт имеет место быть, и Соловей, как агент ФСБ, который уже достал просто Путина и его людей, на него оказывает давление сейчас, то я думаю, Соловей должен будет заткнуться, перестать петь, как говорится.
ну тогда нужно и Фейкина тоже заткнуть. Но это вот пока с этим не очень сейчас получается. Опять же, Навальный сидит в тюрьме, его тоже пока не грохают. Тоже когда травили, тоже как-то не дотравили. Вот очень много еще со многими неизвестными у нас получается задача, которую, ну, я думаю, приблизительно представление у меня этому есть, но если было побольше какой-то информации, кроме вот той, которая есть из открытых источников, какую-нибудь инсайдерскую информацию из закрытых источников, если бы я имел бы, я бы, наверное, сделал бы более точный анализ. Но с открытых источников очень сложно сделать такой однозначный, поставить однозначный диагноз. Ну, посмотрим. Поэтому не знаю, что там по поводу этого политолога Соловья, но посмотрим, что там будет дальше. Так, ассаламу алейкум, всем приветствую, наши друзья. Ва алейкум ассалам, как найти Машуоль. Так, надеюсь, что Ичкерия возглавит НАТО на Кавказе, Европе и в США мы учимся. Слава Ичкерии, Украине, героям слава. Да, Асанбек Тутаев, будем надеяться. Мне вот второй удар интересует. То есть первый удар это Донбасс, а второй Чернобыль. Недаром же есть войска химзащиты, на границе тоже есть. Платер Алексей. Ну, не знаю. Асанбек Тутаев сейчас выигрывает в войнах технологий. Я думаю, что Илон Маск может один выиграть войну у россиянцев. Владимир Рабинович, всем салем, витаю, шалом. Салам, Владимир Рабинович, приветствую тебя, Владимир Рабинович, слава Украине и ее героям. Героям слава. Вася Гилдиев, навезут рязанского сахара в Донецк, следить-то некому, а потом вернут новых недороссиян и подорвут, а скажут ДРГ Украины. Ну, Вась, это не тот случай, который можно будет использовать снова, да, взрывы домов, это уже сразу же их выдаст. Поэтому я думаю, у них другие есть вещи. Но мы все это увидим. Там сразу же будет видно, сразу же. Это будет понятно, потому что украинцам это абсолютно будет невыгодно. Любой там взрыв, теракт, там какое-нибудь такое массовое убийство. Это будет видно, что это украинцам абсолютно невыгодно. И сразу появится бенефициар в лице России, которому это будет очень выгодно. Мы это все увидим. Эвелина Сюрдик Хилда была на стриме у русского человека. Он мне ответил, что Америка не будет воевать за Украину, а если будет, будет Третья мировая. Но Америка не говорила, что она будет воевать за Украину, но достаточно тех технологий, которые предоставят Украине, и я гарантирую, что весь мир, и чеченцы, и поляки, и все, и грузины, и все нормальные здоровые силы на этой земле с удовольствием будут помогать Украине, в том числе и военной, личным присутствием на этой войне. Поэтому Америке даже не нужно принимать в этом участие. Я думаю, Украина просто раскатает Россию. Они ее крестили, они ее и отпоют, как говорится. Так, друзья, я перемотаю, потому что вы тут много говорили, хотя вас не так много снова в чате, но по какой-то причине вы пишете очень много. Так, здравствуйте, Аслам, Евгения Посещук. Здравствуйте, Евгения. Так, Закрезевский. Аслан, люблю смотреть ваш канал. Вы часто даете интересную информацию, о которой я не знал. Всегда, пожалуйста, распространяйте наши стримы в своих социальных сетях. Как можно больше привлекайте людей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всему свое время. Ассаламу алейкум. Я видел ролик, где за украинские чеченцы читали маулид. Они не путинисты и не ваххабисты. Побольше бы таких чистых братьев.
На таких надежда возрождения Ичкерии. Ва алейкум ассалам. Всему свое время. Я не видел этих чеченцев. Я не видел. В путинском ФСБшном телеграм-чате заложен фундамент исламского государства. Странно, почему для ФСБ исламское государство ближе, чем демократия? Да, Чечня не Россия. Мне скинули ссылку, ты знаешь кто, и послушал, что говорили эти товарищи. Но вот Барт Маршалл все-таки пришли к нашим позициям к 92 году. Единственное, слово демократия их очень смущает почему-то. Народовластие, власть народа, это и в соответствии никак не противоречит нашей религии, нашей бытие, нашему мировоззрению. Не знаю, почему так их смущает это слово демократия. Самое настоящее, отличное слово всегда были демократы. Но мне вот этот бывший руководитель этого Барт Маршалла, которого этот шариатчик КГБшный просто поставил его в ступор. Нагло врал, что ты говорил так, тут говорит, я не говорил. Нет, ты так говорил, короче. Нагло просто, он, мне кажется, этот бывший руководитель Барт Маршалл был просто удивлен. Но Бадыгальча ФСБшники цхамил, что уахуешно был цаграм камца етсун царя. На самом деле, просто как так можно, явно зная, что это гибнюк, взять и с ним еще какие-то беседы ведут, о чем-то разговаривают. Тому вообще, там четкий расклад был, вот этот вот нынешний руководитель Барт Маршалл, там есть один, забыл его имя, он говорит, если 2002 года поправки поддерживаете, немного отвлекаясь от Украины, просто я буквально сегодня смотрел, и долго смеялся просто. С шайтаном просто, с бесом, с чертом сидят, разговаривают, и еще удивляются, что он их дурит, обманывает. И вот этот нынешний руководитель Барт Маршалл, он говорит, но если поддерживаешь 2002 года, по логике вещей ты должен, если ты за шариат, если ты поддерживаешь шариатскую форму, ты должен Эмират Кавказ поддерживать. Ведь это так и есть. Ведь Дока Умаров настоящий, вот как положено по исламу, по Корану и Сунне, он вот именно так и сделал. Остальное все это ложь и лицемерие. А это уже нельзя, потому что это признано, двое уже в Вене и в Австрии сидят за участие Эмират Кавказ. Это уже нельзя, короче, говорить. Ну, говорит, все равно, я бы поддерживал бы, даже если бы это мне было бы во вред, говорит, вот этот гибнюк, я бы все равно поддерживал. Ну, просто нагло лжет сидит. И вот эти бардмашевцы чуть-чуть были удивлены. Долго я смеялся с ним. Но с чертом сели разговаривать. Поэтому нужно быть немного разборчивым в связях, и тогда, может быть, не так сильно они запачкают. Хотя вот я не общаюсь, и меня это не спасает, все равно они своими грязью своей кидаются. Всему свое время. Ассаламу алейкум. Я видел ролик, где так, это я уже читал. Так, Путин много влил в Лугандоны, он не выйдет оттуда, Сергей Украина. Там даже дело, Сергей, не в Лугандоне, дело во всей Украине. Вас не отпустят, вы являетесь историей России. Без вас у России нет истории, нет будущего. Они строят государство, вот эти гибнюки, да, вот, которые сейчас являются во власти, ведь они расходятся и между собой грызутся в чем-то, но в имперстве и по отношению к Украине, и у Соловья, и у остальных,
одинаковая позиция, да, ну, там Фейкин там еще говорит такие вещи, что типа Украине там независимость, все такое, на самом-то деле они все имперцы, самые настоящие имперцы. И у них нету вопросов, ну, конфликта в этом деле. И они будут любой ценой захватывать Украину. Любой ценой. Они вот на непримиримых. Джохар Дудаев сказал, еще Украина с Россией схлестнется. В Крыму будет бойня. И на непримиримых сойдутся россияне и украинцы. Украинцам нужно остаться тем, кем они есть, да, украинцами. А русским нельзя их отпустить, потому что если они их отпускают, то им нужно начать искать свою какую-то историю. А что хотят гибнюки, да, как таковой русских-то никто не спрашивает. На самом деле, при всем при том, что русские совершают эти ужасные преступления по отношению к многим народам, при всем при этом русские сами потерпевшие. Вот такая вот ситуация на протяжении последнего века, их просто перемололи, переделали в советских людей там, и ими управляют через огромное количество, миллионную армию сексотов, агентов КГБ, и управление идет таким образом. И они хотят стать новым дворянством, о котором заявил Патрушев, и у них должна быть великая история. Не может без истории дворянство продержаться. Сегодня силой Патрушевой, там, Путина удерживают эту власть, а их сыночки, там, да, когда приходят к власти, если нету какого-нибудь хорошей истории, да, надежной, сильной истории, с которой будут считаться вот это народонаселение, то их дети или в крайнем случае внуки будут свергнуты. Для этого, чтобы вот навсегда это осталось, как в Англии, да, вот сейчас королеву свергнуть, ну, не составляет труда. Но так как есть историческая память и уважение к тому, что вот Великобритания была такой великой, и ее короли заботились о своем народе, народ ее не вешает, да, ну, куда на 21 веке короли там, или королевы нам, ну, кому нужны, да? Мы живем в демократических странах, не вяжется монархия и демократия, хотя в Англии, в Великобритании она спокойно уживается. Потому что есть уважение к этому институту власти, да, к этому королевскому дому. И гибнюки на основании этого со времен, начиная исчислять с Киевской Руси свои корни, они собираются, с подтасовками, конечно, как положено, по КГБшному, они собираются остаться навеки вечное. Вот такое они государство строят. А без Украины они этого не могут сделать, потому что вся история русских, России, она взята у Украины. У Украины она есть великая, достойная, отслеживаемая, проверяемая. В других соседних странах, у поляков, у белорусов, у других, у третьих, десятых, у всех можно найти. Вот без Украины у России его это нет. Украина должна быть присоединена, и вот тогда Россия получается, мы Великая Русь там и так далее. Поэтому цель я вижу в таком направлении у этих гибнюков. Но вопрос в том, что Украине нужно перестать быть Украиной, да, отдать свое чужим, как это было в советское время и так далее. И вы, украинцы, получается, те, которых создал там Ленин, там казахов создал Ленин, там их государственность и все. А все это русских. А все это просто у края русских, у края России, там, ну и вот такого плана. Вот так это представляется. Поэтому это экзистенциональная угроза.
угроза для Украины, это существование украинской нации, которая есть, она доказала свою жизнеспособность, конкурентоспособность. И вот придется, об этом Джохар и говорил, Джохар очень хорошо был осведомлен о всех этих хитросплетениях, внутренней кухне военных, особенно под этим делом русские офицеры, доверяя своему генералу, много что, видимо, рассказывали. И их мозги как устроены, Джохар прекрасно понимал. И прекрасно понимал, как устроены украинские мозги, потому что он служил со всеми в Советском Союзе. И что украинцы не отступят, он знал, и что русские не отступят, он знал. И именно поэтому он сказал, они сойдутся на непримиримых позициях друг с другом, будет вот такая битва. И как когда-то Порошенко отменил вот эту русскую православную церковь, Томос отдельно украинский сделал, это просто было. Я в тот день стал защитником или сторонником Украинской православной церкви. У нас здесь в Гамбурге проходили служения, мы ходили, ездили с ребятами, там поддерживали украинцев на всех мероприятиях, на митингах были, поздравляли всех везде, в Фейсбуке, везде, в Ютубе, поздравляли Украинскую православную церковь. Поэтому это очень важно украинцам, отсоединиться и свою историю забрать себе. Невероятно, да, насколько все это подло и грязно делалось по отношению вот этой искусственной нации, искусственного языка. Русский язык, он искусственный язык считается. Поэтому я думаю, не отстанет никогда Россия, от Украины не отстанет. Поэтому украинцы должны не только защищаться, защищаясь выиграть нельзя, нужно нападать, нужно стать ведущими, а не ведомыми в этой их игре, в битве. И у украинцев есть теперь все возможности. Все возможности. Но я не вижу, что Украина это делает. Не вижу, что она нас поддерживает, признает наши паспорта, признает Ичкерию, не наносит максимальный вред. Ведь все началось с Ичкерии, со времен Путина. Со взрывов домов началось. Да, началось в 91-м, с расстрела парламента, там убийство своих же граждан, русских, этими гибнюками. Но при всем при этом становление Патрушевского, или Патрушева-Путинского вот этого КГБшного режима произошло именно со взрыва в 99 году. Когда еще Путин стал директором ФСБ, когда огромное количество терактов проводилось. Большой бардак, конечно, они тогда затеяли. И если кто-то борется с Путиным, с фашистской Россией и не говорит о том, что были взрывы домов, и это послужило поводом нападения на Ичкерию и устроили геноцид, пока на сегодняшний день самое массовое преступление, совершенное Путиным, если не считать коронавирус, Путин, я имею в виду коллективный Путин, здесь сейчас Путин, Патрушев, они когда-то вместе, потом расходятся, может опять сойдутся на каких-то условиях, может и не расходились, да, это мы тоже оставляем где-то в голове, что может быть это все имитация, что они сейчас ругаются, что какого-то Соловья задерживают, что какого-то Навального травят, там еще и так далее, и так далее. То есть, много что может быть. Если кто-то об этом не говорит, значит он не по-настоящему борется с Россией. Если Украина не говорит и не признает Ичкерию, значит она не по-настоящему, не до конца по-настоящему борется. Но вот мы недавно услышали от руководителя Совета Безопасности, да, по-моему, так называется, СНБО, по-моему, это называется, Совет национальной безопасности и обороны Украины, он сказал, что он более чем уверен, что в ближайшее время Ичкерия станет независимым государством. И это меня обнадеживает в том, что Украина признает Ичкерию. И нам, сейчас наша страна оккупирована, мне в прошлом стриме кто-то писал, а какой смысл вас признавать, если у вас территория оккупирована там, и так далее, и так далее.
Но это дало бы, во-первых, конкретный щелчок по носу России, показать, что вы тоже на непримиримых стоите. А во-вторых, это дало бы нам очень сильную поддержку, моральную, да, больше мы пока ничего не можем сделать. Ну и в-третьих, Украина себе завоевала бы лучшего из лучших и мотивированных сторонников. Ну, посмотрим. Так, давайте к вашим вопросам. Георгий Королев. Добрый вечер. Вы действительно считаете, что Путин выходит из Донбасса? Я, Георгий, не считаю, что выходит в том смысле, что вот выходит. Но я считаю, что вероятность того, что если Украина начнет восстанавливать конституционный порядок на своей территории, на территории ОРДЛО, вероятность того, что русские не пересекут открыто границу, но эти войска будут стоять и угрожающие нависать над Донбассом, чтобы украинцы не очень себя уверенно чувствовали в этот момент. Плюс, конечно, диверсионные группы однозначно будут работать. Я в этом вообще не сомневаюсь. Террористические группы с территории России, они будут работать. В этом я не сомневаюсь, к большому сожалению. Это теракты, взрывы, убийства, отравления, ну и так далее, и так далее. Это все, мне кажется, будет. То, что вот сейчас они предоставляют в Ростове лагеря, если это тоже правда, то, что говорил сейчас Пушилин, да, я показывал это видео, то это говорит о том, что, с вероятностью большой, что в соответствии с минскими договоренностями, как бы дадут зайти, но начнут постоянно терроризировать украинские вооруженные силы и не давать расслабиться, скажем так, украинцам. Ну, посмотрим. Я не думаю, что вот они сейчас войдут, нападут. Применение ядерного даже удара я допускаю, да, какой-нибудь там, например, атомной электростанции, той же Чернобыльской, не дай бог, конечно, применить какой-нибудь удар, не знаю, какие там, насколько все это защищено, как это вообще осуществить, какие возможности у Путина и так далее. Но я думаю, в ближайшее время увидим. Но то, что Путин трус и ничто, вот это, в этом я не сомневаюсь нисколько. Так, давайте почитаем ваши комментарии еще. За все придется им ответить, и они это знают и трясутся, поэтому Жирика спрятали в холодильник. Жирик пока живой, ему там что-то операцию, что ли, намечается. Фрай Роки, дела, сюй, лоца дуо, лоца, только Аслана был Фрай Роки. Так, Адам Алхана, Алхахов, Алксахов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аслан, как ты сказал, пауки в банке, это симулятор. Тянут деньги с американских банков. Это все леваки. Асабек Тутаев. Так. Закразевский. Аслан, люблю смотреть ваш канал. Вы часто даете интересную информацию, которую я не знал. Так, здравствуйте, Аслан. Так, это я уже читал. Евгения, здравствуйте. Навальный реально работает против Путина. Отравление зафиксировали немецкие врачи и никакая симуляция. Хозяин эфира, говорит. Но хозяин эфира, немецкие власти зафиксировали, что у него в организме была какая-то доза холинестераза, как так называлось, да, связанная с новичком. Все. Почему не применили большую дозу? Почему разрешили выехать в Германию? Почему? Разве Путин не мог запретить? Сказать, нет, наш гражданин никуда не поедет. И все. Любому человеку они могут запретить не выехать, а вот тут взяли и Навальному разрешили. Как так? Нет. Не все там так однозначно. А то, что врачи зафиксировали, да, я не думаю, что немецкие врачи врали. Конечно, они зафиксировали, да, в организме нашли что-то.
Неоспоримый человек. Если повезут автобусами, это значит не довезут до конца, то есть до конечного пункта. Как это было в Чечне 99, когда автобусы детей перебили. Ну, своих, может, так открыто и не перебьют. Тем более перебивать на своей территории им так не нужно. Они, если это будут делать, они будут делать на территории Украины, чтобы взвалить всю ответственность на Украину. Так. Ночи нового алейксалам, дух из как найти. Так, давайте я Аслан, ты им почаще напоминай значение слова демократия, леди. Демократос, народ и власть, народовластие, власть принадлежит народу. Все века чеченцы управлялись народом, и никакой монархии никогда у нас не было. Поэтому тот, кто боится слова демократия, тот просто не понимает этого слова, и все. Пытаюсь напоминать, леди, пытаюсь напоминать. Як зламаємо хребта Путину, чекаю у Днепры, говорит Аслан, Олег Ткаченко. Так, отлично, Олег, отлично. Фриман антипутинизм. Так, чуть было кого-то не забанил. США Америка. Аслан, тупой будешь, валай, Барт, Машу, эти тузик, одна шайка-лейка? Вопрос. Ну, не, я не думаю, что это одна шайка-лейка. Ну, не знаю. Не знаю. Послушайте Хасана Бакаева, там всегда говорится про народовластие в нашей истории, то есть демократия. Асланбек Тутаев. Да, Асланбек, абсолютно. Знаете, очень сложно объяснять. Смотрите, мусульмане, наверное, самые митингующие люди на земле. Вот самые митингующие. Каждую пятницу в мечети, в закрытом помещении, правда, хотя, может быть, и на открытом это проводить, обсуждаются социальные, политические, экономические, там все вопросы, которые касаются. Там же проводятся митинги, там же обсуждения, ну, в зависимости от политической ситуации в стране. Чем свободнее страна, тем больше, как и в любой стране, тем больше мусульмане могут высказывать свои позиции и так далее. И в пятницу, если они очень сильно недовольны чем-то, из разных мечетей они выходят и митингуют. И нам, чеченцам, объяснили самое, ну, может быть, французы еще больше нас митингуют. Ну, я имею в виду свободные мусульмане, потому что во многих странах нет свободы мусульманских, населенных мусульманским населением странах, очень мало людей свободы, потому что узурпаторы власти не дают этим людям свободу. И когда они очень недовольны, они объединяются, из разных мечетей выходят и митингуют. Ну, я считаю, одна из самых групп митингующих — это мусульмане. И это хорошо. Митинговать, высказывать мнение, свобода, она обязательна. Для любого общества она обязательна, чтобы это общество развивалось. Нам, чеченцам, сказали, что ходить на митинги — это харам. И чеченцы в это поверили. Ну, с одной стороны, конечно, тебя за то, что ты ходишь в митинги дома родственников, там, пытают и так далее. И потом тебе выносит фетву какой-то там анонимный мулла какой-нибудь из анонимного какого-нибудь там отдела в Египте где-то там сидящего, или еще откуда-то, Саудовской Аравии и так далее. И чеченцы, не, митинговать нельзя. Ну, бред. Абсолютно. Самые митингующие, им говорят нельзя, и они начинают не митинговать. Вот приблизительно то же самое происходит и с демократией. Чеченцы, ну, наверное, считается, что демократия там зародилась там в Греции, там, и так далее, терминология, оттуда берется много. Ну, может быть, с тех пор, может быть, даже раньше, чем греки, чеченцы были демократами. Чеченцы не были еще мусульманами, но они были демократами. Чеченцы стали мусульманами, они в соответствии со своей религией, опять же, не противоречия своей религии, опять оставались демократами. И это им нисколько не мешало. Но вот последние годы, когда нам КГБ начало навязывать, что демократия это там очень плохое, что-то там ужасное и так далее,
пропаганда велась. Последние 20 лет, может быть, там, да, и 25 лет, может быть. За эти 25 лет чеченцы внушили, что демократия это что-то ужасное. И эти люди, которые 25 лет потребляли пропаганду КГБшную, поверили, и то, что 1000 лет было у чеченцев демократическое устройство общества, они его не признают. Нет. Значит, до них не было понимания. Демократия, если ты не противоречишь своей религии, живи, не кради, не убивай. Ведь международное право, оно строится в первую очередь на Божьих законах. Да, есть отклонения, в некоторых странах больше, в некоторых меньше. Но ты имеешь право, соответственно, демократии, подвести все это дело под свое культурное, национальное, религиозное. И нам рассказывают, что демократия что-то это ужасное, плохое. И люди, которые не имеют даже высшего образования, эти люди начинают с пеной у рта доказывать, что Джохар Дудаев ничего не знал. Основатель нашего государства, который прекрасно понимал и мировую политику, имел высшее образование, да, минимум Академию Генштаба закончил СССР, который был осведомлен о многих вещах, в том числе о строительстве государства, о строительстве взаимоотношений в международном плане. Человек без даже высшего образования имеет смелость, дерзость, наглость говорить, что он ничего не понимал, это вот теперь я все понял. Ему кто-то уверенно там рассказал, как вот этот ГБшный тузик. Вот ему рассказывал, о, все, вот я верю. Ну что поделаешь, я пытаюсь объяснить, я буду продолжать пытаться, и мы делаем совместные теперь уже стримы через Zoom, для того, чтобы мы все могли людям, нашей молодежи донести, и нас, хоть нам и мешают очень сильно, в отличие от других, больше никому так не мешают, как нам. Нас слышат, ждут, пока мы что-то скажем, потому что наше мнение уже имеет какое-то значение. И я думаю, дальше будет больше. И мы должны донести до людей, что мир, он многогранен, и мы должны сосуществовать со всем миром. Ну и, конечно же, обсуждать, вот я слушал этот их стрим, я был поражен. Сидят люди, говорят на одном языке. Но этот гибнюк, понятно, что он конкретно гнет свою линию. Сейчас, одну минутку. Люди сидят, говорят на одном языке, исповедуют одну религию, и там такие вещи, можно подумать, это какой-то там святой человек, который ходит по воде там, и так далее, и там замужние женщины у него не гостят и так далее, и другие вещи. Но ложь я и не говорю, прям там он врет, в лицо врет, он нагло врет. Вот эти бартмаршалсы были немножко удивлены. Сейчас, одну секунду, нужно ответить. Алло. Так, бросили. Поэтому можно делать выводы из этого стрима, я считаю, было интересно послушать, какие доводы, доводы такой, первый, второй класс доводы, конечно, но при всем при этом понятно, важно узнать, что КГБ, ФСБ нужно от чеченцев. И вот я теперь понимаю точно, что нужно КГБшникам, послушав. Хотя это и так точно знал, дополнительно убедился. Так, вот такие вот дела. Так, США, Америка. Асан, я имею в виду шайку-лейку, подразумевая их религиозные убеждения. Интеллект, конечно, у Джамбулата побольше, кажется.
Ну, Бартмашу меня приятно удивил на самом деле. Люди, по крайней мере, ищут выход. Это самое главное. Я думаю, люди поймут, что что мы точно не являемся по ту сторону. Так, Аргно. Так, нам Аргно зашел. Аслан, юрист, философ, Владимир Абизаевич. Тодораба. Так. Войну, чухилах и демократия. Фрайроки, да, 100%. Послушайте Хасана Бакаева, он там рассказывает. Да нам слушать не надо, мы все знаем, мы вырастаем с этим, нам рассказывают, что у нас всегда была демократия. Просто наше общество, просто посмотреть, как мы друг с другом вообще, у нас демократия. Да, есть у нас возрастная иерархия, уважение, правила, конечно, как-то контролировать, как-то координировать наше общество всегда мы умели и всегда существовали. Да, у нас происходили преступления, убийства, там, на бытовой почве, на еще какой-нибудь почве. Но при всем при этом это все как-то регулировалось, как-то все улаживалось. И всегда было. При всем при этом мы находились в полной оккупации. И все равно мы придерживались своего. У нас всегда была демократия. Находясь в тоталитарном режиме оккупации Советского Союза, мы при всем при этом всегда находили как-то способы регулировать наше общество, наши отношения внутри общества. И мы всегда были демократичны. И у каждого, даже у самого маленького, у нас есть голос, право голоса. Никакого подавления. Никакого подавления, конечно, я немножко преувеличил, конечно, подавление у нас имеется, но я имею в виду, это связано с тем, что мы много веков уже в состоянии войны находимся, мы рождаемся, нам все время объясняют, как воевать, что делать, как защищать честь, как оставаться чеченцем, вот от твоего рождения и до той самой смерти ты вот с этим и живешь. И в этом плане мы находимся в таком состоянии постоянной войны, поэтому подавление, конечно, есть, но это подавление при всем при этом есть только у определенного круга лиц над тобой. Это там брат старший, отец, дядя, дедушка, вот такие люди там. Ну, мама, конечно, тоже один из самых главных человеков считается. При всем при этом у нас патриархат, ну, мама это стоит отдельно. И вот такие вот вещи. Мама знает свои функции, папа знает. Даже папа не может делать все, что хочет, да, хотя как бы считается, что он абсолютной властью обладает над своими детьми, своими сыновьями. При всем при этом он ограничен тоже в определенных своих рамках. Поэтому мы всегда были демократическим обществом, всегда говорили, высказывали свое мнение открыто, где угодно, и никто не мог сказать: ты там чернь, ты вообще ничтожество, отвали. Никому, какой бы он ни был бедным и какой богатым и при власти не был этот. Это были люди, которые находились при услужении русским оккупантам и имели много на себе убийств, и таким образом они просто подавляли других людей. Но они не пользовались уважением в обществе. Да, у них была власть, служа России, но, как сейчас с Кадыровым, например, и другими, не только Кадыров там. Но при всем при этом уважением они не пользовались, эти люди. И многие не роднились с такими людьми. Так что вот такие вот дела. Ладно, давайте почитаем еще ваши комментарии, а то я опять заговорился. Хотя время наше уже истекло, друзья. Так, быстро. Так, ты не знаком с меморандумом? Я не знаком, кстати, Фриман Антипутинец. В прошлый раз вы говорили о нем, я так и не разобрал этот вопрос. Надо будет обязательно разобрать. Так, друзья, я опять перемотал. Нет, Шаманов еще не сдох, Новчинох. Не сдох пока еще. Он ждет суда.
Оба Тузика, и старший, и младший, из одной конторы и работали вместе. О ком ты говоришь оба? Как найти? Огульно не наговаривай на Барт, Маша, не делай так. Как найти? Ты каждый раз переиначиваешь, что я говорю. Что у тебя за привычка? Я разве на них наговаривал? Наоборот, я только что их похвалил, мне кажется. Ты, по-моему, не так меня интерпретируешь. Надеюсь, неумышленно ты это делаешь. Фриман антипутинист. Демократия – это правительство народа, избранное народом и для народа. Авраам Линкольн, 16-й президент США. Фраза Асламбек. Верно, потому что они Кунталаджи арестовали. Так. Друзья, наше время истекло. Заканчивая принципы демократии, у нас в крови. Они у нас еще со времен средних веков, говорит США, Америка. Всему свое время, Асам, признавая святость и миссию Аулия, являясь их приверженцами и последователями, чеченцы сохранили свою религию, как этих тузиков убедить не осквернять наших святых. Ну вот, видишь, как их убедить? Никак их не убедить. Только закон, да, может их заставить сделать. Вот сейчас, например, они вот сегодняшний, то, что их там чат я слушал, они Имарат Кавказ не поддерживают. Мне так обидно стало за Имарат Кавказ, что я уже подумал, что может мне начать его поддерживать. Потому что такие последователи, такие ярые, самые настоящие, Коран и Сунна, Дока им положил, вон, все это есть готово. Они отказываются от этого. Но они не за Имарат Кавказ. А почему? А потому что за это срок дают. Признана террористической организацией. И вот этот балабол сидит и наглую рассказывает, что даже если мне был бы вред от этого, он говорит, моя дочь глуха, я все равно бы поддерживал бы. Я все равно бы поддерживал бы, он говорит. Вот такие вот дела, Адриан. Поэтому нужно поставить закон и заставлять соблюдать права. А так, ну, мы опять же живем, чеченское общество демократическое, и есть взгляды, ну, нарвется на кого-нибудь, получит в нос за это. Вот как это может быть. Так, США, Америка. Я имею в виду братья Абдурахмановых. Да, думаю, да, ты прав. Эти гибнюки хотят загнать наш народ во тьму, говорит Ури. Да, и это уже сделано в определенной степени. Да, на этом наш стрим я тогда закончу сегодняшний. Завтра будет стрим через Zoom. Всех желающих на чеченском языке будет завтра. Да, Мула. Всех желающих приглашаю принять участие. Обсудим, поговорим. Ситуацию в Украине обсудим. Ситуацию в чеченском сообществе, как в Европе обсудим. Так, соответственно, и во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Привет, свободная Ичкерия, Конст-Х. Приветствую. Приветствую, Конст-Х. На этом наш стрим заканчивается. Всего самого хорошего, друзья. Всего наилучшего вам. Дай Бог, чтобы Украина выстояла. Поддерживайте все Украину, как можете, всячески. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Спокойной ночи. И русскоязычным до понедельника. Адикюэль Машуэль. До свидания.